Ежедневно каждый из нас получает большую дозу информации. Но как понять, что та или иная новость, услышанная либо прочитанная нами, не является фейковой, то есть лживой? Рассказать об этом в Абхазский государственный университет приехал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Наша страна давно стала объектом фейковых новостей, созданных соседями по реке Ингур. Как отметил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик, еще в годы грузино-абхазской войны появились громкие ложные новости. И вот самое страшное из всего того, что было запущено, вот дезинформация, это первое, самое крупное, это футбол в Гаграх. Потом в январе 1993 года, после январского наступления, были разборки в Гудаутах, и был убит глава Абхазии Владислав Ардзенба, тот, который выступает в эфире, это двойник. Эта информация звучала на Первом канале российского телевидения. Эта информация была на зарубежных средствах массовой информации. Вот попробуйте повлиять на общество и разъяснить, где правда, где ложь, где вымысел. Вот есть такой термин: в условиях войны можно, да? Можно все. Вот нельзя. Вот в сфере журналистики вот есть вещи, которые ни в коем случае нельзя допускать. Активно фейковые новости стали распространяться с появлением смартфонов, когда у людей появился интернет буквально под рукой. Массовые рассылки, ложной информации, новые однодневные телеграм-каналы и прочие источники стали активно работать и зачастую дезинформировать общество. Каждый из нас, особенно люди, которые считают, что они обладают какими-то знаниями, которые недоступны другим людям, что они обладают желанием, стремлением обязательно поделиться информацией от своего лица, прокомментировать эту информацию, сообщить другим. Каждый из нас, и особенно из такой категории людей, он стал считать себя чем? Он стал себя считать средством массовой информации, СМИ в своем единственном лице. И пошло-поехало. У нас есть WhatsApp, у нас есть Telegram, у нас есть остальные мессенджеры. За 1 минуту мы можем переслать десятки картин, десятки фотографий, десятки аудиосообщений десяткам людей, сопроводив их своим комментарием, либо просто перепечатав чей-то комментарий, и все. Вот сейчас, в данный момент мы с вами разговариваем, невидимые эти сообщения, аудиозаписи, фотографии, вот так проходят через наш мозг в диких количествах. Слава богу, что наш мозг — это не радиоантенна, мы их сейчас не улавливаем, они приходят сюда. Зачем все же распространяют фейковые новости в СМИ и соцсетях? Тут, по мнению Тимура Шафира, ответ очевиден. Глупость, безграмотность, лень, скрытые и долгоиграющие интересы. И в конце концов люди на этом зарабатывают. По поводу вот фейка 2-недельной давности. В российских соцсетях, телеграм-каналах появляется новость следующего характера. Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова выселена из своей квартиры в Лондоне. Значит, выгнали ее из квартиры в Лондоне. Ну хорошо, я простой читатель, который не имеет отношения к Сергею Лаврову, к его дочери и к Лондоне. Что у меня отпечатывается в голове? Что у дочери министра российских иностранных дел, который все время говорит нам о том, что происходит в мире, о том, как Запад влияет на Россию, какое противостояние у нас сейчас. Ага, значит, у его дочери в Лондоне есть квартира. Из 10 человек, которые эту новость услышали, наверное, человека 2 откроют смартфон и узнают, что у Сергея Лаврова дочери с таким именем и фамилией просто нет в природе. Но из этих 2 человек вряд ли даже один поинтересуется, а вот это какое имя указано было в этой новости, а вообще кто эта женщина, она есть на самом деле или нет. И если вдруг кто-то этим заинтересовался, он узнает, что такая женщина в природе существует. Но она не дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Она жена депутата Госдумы Александра Хинштейна. Почему я говорю долгоиграющие интересы, например? Потому что Александр Хинштейн, долгая цепочка, но тем не менее, он является руководителем комитета Государственной Думы по информационной политике. Это тот самый комитет, который на законодательном уровне борется с фейками, вводит закон об иностранных агентах и вообще занимается вот этим информационным противодействием. Чтобы читать ту или иную информацию, не быть обманутым, надо пройти так называемый тест на подозрительность и включить критическое мышление. Тут есть свод правил. Например, зачастую чем громче заголовок, тем меньше в этой новости правды. Или автор информации захотел остаться неизвестным.
Нынешние фейки, которые выбрасываются в эфир, в пространство, в массовых, специализированных комбинациях, количествах, имеют под собой совершенно другую задачу. Все они нацелены на фактически следующее, во всяком случае в российском обществе. Создание базы для общественных протестных настроений, создание базы для паники дальнейшей. Что такое протестное настроение, которое не имеет выхода? Это паника. Что такое гражданская паника? Это коллапс всей системы. Это обрушение всей системы. Это такая машина, которую остановить уже будет невозможно. Она будет обкатываться дальше, в других странах мира, в других регионах, на других континентах. Но обкатываться и совершенствоваться она будет. Именно поэтому я надеюсь, что вам это будет полезно в том числе. Чтобы не стать марионеткой фейков, Тимур Шафир рекомендует сомневаться в любой новости, проверять даты информации, не вестись на кричащие заголовки и задавать большое количество интересующих вас вопросов. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.